Гагаузская общественность обеспокоена решением Вселенского патриархата предоставить Украинской церкви независимость и считает, что это может привести к расколу в мировом православии. В связи с этим в Камрате состоялась научно-практическая конференция по защите Русской Православной Церкви в Молдове и Гагаузии. Организатором конференции выступил Народно-патриотический союз Гагаузии «Девлет». Уважаемые участники сегодняшней конференции, настали очень тревожные времена для Русской Православной Церкви, которые непременно коснутся и Молдавской Православной Церкви. Бурные геополитические процессы, происходящие в мире, коснулись и православия, и в частности Русской Православной Церкви, куда относится и Молдавская Православная Церковь. Оказалось, что после распада Советского Союза только лишь в церкви еще есть какие-то идеи, есть хорошее понимание того, что происходило, и есть видение будущего. Участники конференции отметили, что сегодня только церковь объединяет православные народы, и что здесь, на Буджакской земле, гагаузский народ нашел свое покровительство в российском государстве и в Русской Православной Церкви. Поэтому маленькая Гагаузия на территории Молдовы готова встать на защиту православия. Сегодня мы заявили, именно что Гагаузия первая заявила о том, что мы полностью поддерживаем Российскую Православную Церковь и ни в коем случае не дадим возможность, что кто-то вмешивался в нашу территорию и решал за нас, кому мы должны в дальнейшем подчиняться или кого поддерживать. Традиционно, это уже многовековая дружба, которая происходит между нашими народами. Естественно, что православие, которое нас полностью объединяет, и гагаузов, и болгар, и молдаван, и белорусов, и русских, и украинцев, конечно, это было самое главное, то, что есть. И то, что тот раскол, который сегодня происходит в мире, который я сейчас не берусь говорить об этом, но я сегодня четко могу сказать, что Гагаузия всегда поддерживала и всегда будет поддерживать. И сегодня Русская Православная Церковь может смело надеяться на Гагаузию, что мы никогда ее не продадим. Положение, конечно, тревожное, но нам-то не впервой. Поэтому я хочу сказать, вот можно меня послать, можно меня обозвать, можно, извините, и в морду мне дать. Но когда меня по матери, а мать православие, русское православие, когда сюда вмешиваются, то вы уж извините. Поэтому гагаузы напрасно думают, что гагаузы вот так вот сложат руки, этого не будет. Молдова и так разделена на 3 части, отметил в своем интервью председатель общественной организации Союза православных христиан Буджака Василий Нейковчин. Сохранение единства Молдавской Православной Церкви – задача, которую ставит перед собой Народно-патриотический союз «Девлет» в рамках проведения научной конференции. Посмотрев на печальный опыт Украины, где не кончается война с 1992 года, уже 26 лет, такой же религиозный конфликт пытается привнести и к нам, на нашу молдавскую землю. Мы до сих пор не собраны как государство. Молдова разделена по-прежнему на 3 части. Это Молдавия, это Приднестровье, это Гагаузия. И мы не помирились, потому что между нами пролилась в 1992 году кровь. Если прольется кровь и на религиозной почве, Молдова не соберется никогда больше, она исчезнет как государство. Поэтому сегодня Девлет, ее лидер Николай Дудогло и те люди, которым не безразлично, что будет с гагаузами и с теми, кто живет рядом в будущем, подняли вопрос. Мы должны сохранить единство Молдавской Православной Церкви. Второе, мы должны остаться в составе Русской Православной Церкви. Это самая крупная из всех православных церквей, которая сегодня окормляет 150 миллионов человек по всему миру. 150 миллионов. Это огромнейшая цифра. Мы истинно православные. Таким образом даем посыл нашему гагаузскому народу, нашему населению гагаузскому, что есть тревога, есть озабоченность. Каждый из нас отдельно наблюдал, видел, что происходит в мире. А тут мы сплотились, объединились и призываем народ объединиться вокруг этой идеи защиты Русской Православной Церкви. Мы и так всегда говорили, что мы с Россией, Россия с нами, и мы и так всегда говорили. И вот этот факт вынуждает нас еще больше встать на защиту
православной русской церкви и российского государства. По итогам была принята резолюция, за которую все участники конференции проголосовали единогласно, и которая будет отправлена митрополиту Кишиневскому и всея Молдовы Владимиру и святейшему патриарху Московской и всея Руси Кириллу, а также она будет опубликована в средствах массовой информации.